Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас погода хорошая, немножко идет снег, тепло, -9. Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Новогоднее настроение как у вас? Готовитесь вы к Новому году? У кого-то какие-то хорошие новости есть? Пусть будут всегда только хорошие новости. Я жду от вас только хороших новостей. А мы пока вроде не готовимся. У детей в школе будет елка. Собирали деньги на подарки. Хотя они большие уже, но пускай у них тоже будет от Деда Мороза сладости. Мы очень довольны, что наши учителя организуют, стараются, учат наших детей, стараются, чтобы они были образованными, стараются праздники устраивать. С учителями я довольна. Пусть будет у них тоже все хорошо. И на работе, и дома. Так и у нас с вами. Сегодня я решила своим внукам печь шоколадные оладьи. Я не знаю, вы печете, не печете, а я иногда пеку. Я не знаю, вам понравится, не понравится, но мои внуки иногда спрашивают. И я решила сейчас печь и заодно показать вам. Берем 400 грамм кефира любого. Кладем 3 столовые ложки сахара. Кладем одно яйцо. Кладем 7 столовых ложки подсолнечного масла. Три столовые ложки какао. У меня какао российское. Я всегда российское какао беру. Мне нравится. Сейчас я сделаю сок лимонный. Кладу еще столовые ложки лимонного сока. Кладу чайные ложки соли. Все это перемешиваю. И кладу сюда же 400 грамм муки. Муку надо всегда просеивать. Закрываю. Хорошенько перемешиваем, чтобы не остались комочки. Вот и все. Комочков вообще нет. Вот что у нас получилось. Сейчас попробуем печь. Сковородка у меня нагрелась. Блины на любителя. Кому-то может понравиться, кому-то нет. Я тоже не могу сказать, мне уж больно нравятся шоколадные оладушки. Но детям нравится. Для них разнообразие. Они кушают или с сгущенкой, или с медом. Мои внуки говорят, когда шоколадные оладушки кушаем с медом или с сгущенкой, как будто торт кушаем, говорят. Необычный цвет, темный, как будто горелые оладушки, они шоколадные. Вот испеклись первые.
Раз нравится, я иногда пеку. Лишь бы кушали. Сейчас Владислав у меня делает уроки. Старшенький у меня в школе. Сегодня 7 уроков. Придет поздно, в 3 часа. Напеку оладушек, проверю у Владислава уроки, накормлю и отвезу в школу. Потом займусь своими делами. Вот такие красивые оладушки. Они выпекаются хорошо. И вы тоже, мои любимые подписчики и зрители моего канала, напишите, пожалуйста, какие еще вы блины печете. Я рада буду попробовать. И баловать с вашими лакомками своих любимых внуков и внучат. Скоро в школе будет новогодняя елка. У нас елка будет, я слышала, на улице. Сначала 1 класс. Они зайдут в школу. И выйдет другой класс. Это будет в начальной школе. А у Кирюши я еще не знаю. Когда время подойдет, учителя группу напишут. У нас есть у всех на сотовых и компьютерах группа класса. И у младшего, и у старшего. Все новости напишут там. Скоро Новый год, но и не чувствуется, что скоро Новый год. Дай Бог, будет хороший год. Не такой год, как в этом году. В этом году очень плохой был год. Для меня особенно. Дай Бог, в дальнейшем все будет у нас у всех хорошо. Пусть закончится эта пандемия. Пусть больные выздоровеют. У меня сестра, самая младшая Минзаля, мы ее Машенькой называем. Она живет на ВАИ, сейчас получают в Ташкенте лечение. Сегодня последнюю систему получает. Очень сильно переживаем. И она переживает. Плохая болезнь подтвердилась. Сегодня последнее лечение получит. Завтра поедут на ВАИ обратно. А в понедельник поедут в Бухару. Я хочу, чтобы после лечения она переехала ко мне. Вы знаете, как мне охота помочь ей. Как я хочу полететь к ней и помочь сестренке. Можно быстренько оформить загранпаспорт, МФЦ. Сейчас все это быстро делается. Ехав туда, я ничем ей не могу помочь. Пока получать лечение сможет, пока есть возможность. Очень сильно похудела она. Предложила после лечения переехать ко мне. У нас очень хорошие врачи. Можно в Уфе лечиться, можно в Стерлитамаке лечиться. Я еще могу ей помочь и морально, и материально. Будет рядом со мной. Мы каждый день по скайпу разговариваем. Она плачет. Я стараюсь не плакать, успокаивать. Я надеюсь, что с ней будет все хорошо. По-своему я молюсь. В мечеть ходила, садака отнесла. Мулла там считал, чтоб она выздоровела. Я очень люблю сестренку. Очень дорожу. Мы с ней как близняшки. С детства мы росли вместе. У нас разница 1,5 года всего. Она выше меня ростом. Вместе играли, вместе платки вязали, вместе дома дела делали. И в огороде, и дома. Все мы с ней вместе делали. Когда она ко мне в отпуск приезжает, она мне так помогает. Мне ничего делать не дает. Вместе копаем, вместе навоз таскаем, вместе за цыплятами ухаживаем. Но когда она приезжает, я почти не готовлю. Она меня балует узбекской вкусной кухней. Мне так нравится.
Вот такие у нас плохие новости. От судьбы никуда не убежишь. У сестренки тоже муж умер от болезни в 40 лет. Она поставила детей на ноги, дочка, сын. У сына один ребенок, у дочери 2 детей. Они тоже помогают, поддерживают маму. Что суждено, что нам Бог дал, мы все увидим. И, конечно, было тяжело одной на ноги поставить. Все-таки муж рядом, это очень хорошо. Зять Шакир тоже был хорошим мужем для сестры, заботливым отцом для своих детей. Я прошу всех своих подписчиков, чтобы помолились за мою сестру, чтобы она поскорее выздоровела. У кого-нибудь молитва дойдет до Всевышнего. Надеемся, что выздоровеет. Я тоже молюсь каждый день. Сын у нее ходит каждый день в мечеть, тоже считает намаз и молится там, пока в Ташкенте. Сестренка у меня тоже на намаз встала. Молилась всегда уже несколько лет. Она начала молиться. Я думаю, что все будет хорошо. Спасибо вам, мои подписчики, что интересуетесь, что у меня сестра старшая, как себя чувствует, младшая сестренка как себя чувствует, которая живет в Узбекистане. Старшая сестра выздоравливает. Я вам показала, все с ней хорошо. Я стараюсь почаще выезжать к ней. А сын 2 километра от них рядом живет. Сын сейчас на севере. Навещает сноха. Сноха тоже хорошая у нее. Сейчас я накормлю своего младшего внука обедом. Чай попьет оладушками. И отвезу его в школу. И буду встречать старшенького. Вот моя доля такая. Но я радуюсь, что я жива-здорова. Хотя болезни есть, но эти болезни для жизни не опасны. Полечусь-то хожу. Самое главное — движение. Надо ходить. Я радуюсь, что я смогу ухаживать за мальчиками, ухаживать за собой, ухаживать за хозяйством. Я очень довольна. Если устаешь, хорошо спишь. Самое главное было бы здоровье. Остальное все будет. Как тебе оладушки? Очень вкусно. Макай сгущенку и ешь.